Чебоксарская ГЭС стала первым предприятием Новочебоксарска, где работники массово сдали нормативы ГТО. 30 человек вместе с семьями испытали себя в 12 спортивных дисциплинах. И вот сегодня, в Международный день спорта, на благо развития и мира гидроэнергетикам вручили знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне». На станцию приехала Олимпиада Иванова, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе, посол ГТО в Чувашии. 25 человек смогли выполнить все нормативы, 11 из них на золотой значок. Это сотрудники самой ГЭС и предприятия «Гидроремонт» ВКК, а также 3 детей. Со мной сдавала мама, и мама не сдала. Сегодняшний пример будет началом хорошего старта, и в этом году они планируют еще возобновить, сделать тестирование. Я думаю, что последуют многие этому примеру. Даже директор обещался, что будет сдавать. Многие специальности в гидроэнергетике требуют от сотрудников хорошей физической формы. Бывает, что машинисту гидроагрегатов за смену приходится проходить пешком до 18 километров. Как сообщили в пресс-службе ГЭС, 150 из 202 работников предприятия регулярно занимаются физкультурой и спортом. На станции оборудован спортзал. Для ежегодных коллективных турпоходов руководство закупило байдарки и катамаран. Кстати, трудовой договор предусматривает компенсацию затрат на посещение бассейнов и тренажерных залов не только работникам, но также их детям.